Вы смотрите новости на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. И коротко о главных темах этого выпуска. Эпидобстановка в регионе по-прежнему напряженная. В республике стартовала мобилизация лиц с медицинским образованием. Ленский район – лидер по лесозаготовке. На него приходится почти половина объемов заготовки бревен хвойных пород. Путешественник, основатель проекта «Россия – наш общий дом», приехал в Нерюнгри. Начнем с эпидобстановки. За сутки в республике выявлено 1211 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 920 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 139, в Алданском 47, 38 человек заболели в Мирнинском районе, 29 в Хангаласском, 20 в Нерюнгринском. 7 с коронавирусом обнаружили в Нюрбинском районе, 6 в Намском, 4 в Верхневилюйском и 1 в Таттинском районе. Учитывая ситуацию, в республике стартовала мобилизация лиц с медицинским образованием. Об этом заявила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в ходе брифинга, отметив, что в данное время учреждениям здравоохранения нужна помощь медиков, которые имеют как высшее, так и среднее медицинское образование, но не работают по специальности. С сегодняшнего дня в республике непосредственно перенаправлено осуществление плановой медицинской помощи, соответственно, тех, у кого наступил срок для оказания тех или иных услуг медицинских по основному заболеванию. Необходимо обратить внимание на то, что в своих учреждениях они эту помощь не получат, а они будут перераспределены, они распределены в другие учреждения и организации. Кроме того, необходимо обратить внимание на тот факт, что с завтрашнего дня на колл-центре помимо вызова врача начинают работать наши доктора медицинских наук, профессоры Северо-Восточного федерального университета, наши титулованные медицинские работники, которые будут, соответственно, при необходимости оказывать в том числе и медицинское консультирование тех, кто будет обращаться. Что касается ситуации в Нюрбинском районе, то план вакцинации там составляет 12 677 человек. Это 80% взрослого населения. Получили первый компонент и однокомпонентную вакцину всего по району 10 432 человека. Прошли полный курс вакцинации 9 537 человек. Ревакцинацию прошли 2897 человек. В районной поликлинике Нюрбинской центральной районной больницы организована запись на проведение вакцинации на дому маломобильных и пожилых граждан. Также работают выездные мобильные бригады по заявкам коллективов. Всего больных на сегодняшний день 66, из них 16 детей. В стационаре проходят лечение 6 пациентов, остальные 60 лечатся амбулаторно. С начала этого года прошли вакцинацию 694 человека. На первой неделе, если к нам приходили на вакцинацию около 70 человек, то за предыдущую неделю у нас вакцинировано или вакцинировано 694 человека. Из них 500 человек только приходили на ревакцинацию. Это значит люди, те, которые получили полный курс вакцинации. Мы вводим 3 разновидности этой вакцинации. Есть в наличии гамма-ковид-вак, эпивак-корона и спутник-лайт. И на днях мы ждем еще поступления вакцины ковивак и эпивак-корона. И к другим темам. Семьи с 2 и более детьми с этого года освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже старой квартиры или покупке новой в пределах текущего года. Эти и другие нововведения отражены в налоговом кодексе. Например, при продаже недвижимости стоимостью до 1 миллиона рублей или транспортного средства стоимостью до 250 тысяч отчитываться не обязательно. Льготные изменения касаются и участников долевого строительства. Но есть одно условие. Гражданин, как только приобрел квартиру, должен зарегистрировать право собственности и получить выписку из Росреестра. Тогда он получает право на налоговый вычет. Тем временем с 10 января стартовала декларационная кампания. На сегодняшний день в регионе отчитались о доходах за прошедший 2021 год уже более 5000 граждан.
Также у нас действует упрощенный порядок налогообложения. То есть данный порядок у нас начал действовать с прошлого года. По упрощенному порядку можно получить инвестиционные налоговые вычеты и имущественные налоговые вычеты. Но тут есть как бы своя особенность в том, что правоотношения должны быть возникнуть только с 1 января 2020 года. В этом случае налогоплательщик не представляет налоговую декларацию, то есть предзаполненное заявление будет у него уже отражаться в его личном кабинете. То есть он ждет информацию от налоговых органов и должен акцептовать данное заявление. Почти половину объемов заготовки бревен хвойных пород в Якутии дает Ленский район, это 45%. По данному показателю он занимает первое место. Только в 2021 году в Ленском районе заготовили более 132 тысяч плотных кубометров. Это почти 86% от установленного правительством республики задания. Темп роста составил почти 110%. Объем производства лесоматериалов по сравнению с 2020 годом увеличился на 17,9%. Самые крупные партии леса, это около 400 тысяч кубометров, были заготовлены во время реализации таких глобальных федеральных проектов, как строительство линии ЛЭП Чернышевский, Мирный, Ленск, Пеледуй и магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке Чаянда-Ленск. Мы, если хотим развивать наше, скажем, строительство, наши сельские поселения, соответственно, надо иметь свой дешевый строительный материал, значит, дешевую лесопродукцию. Поэтому в этом году, сейчас мы в ближайший первый квартал отработаем. Я думаю, что это будет настройка государственное казенное учреждение наше, или это будет типа в формате МУПа. Но предприятие наше по переработке леса в этом году обязательно запустим. С октября прошлого года несколько студентов выпускных курсов Алданского политехникума совмещают учебу и работу. Они трудоустроены в штаты крупных компаний с полной заработной платой. Эта информация прозвучала на публичном отчете деятельности техникума за 2021 год. Отчет проходил в режиме онлайн. В докладе директор Алексей Иванов подробно остановился на сотрудничестве политехникума с компаниями-партнерами в рамках кластерного взаимодействия. Студенты проходят на предприятиях практикум, а сотрудники направляются в техникум на подготовку и переподготовку. Партнеры оказывают образовательному учреждению методическую, консультационную и материальную поддержку. Сегодня техникум работает с 14 предприятиями. Это взаимодействие стало основой программы обучения студентов с заработной платой. Один билет в детство, который можно получить в Прибалтике. Жительница Риги на протяжении 12 лет коллекционировала различные игрушки и атрибуты жизни советского периода. Женщина открыла первый в стране музей «Наше детство», где собрала тысячи различных экспонатов. Подробности в следующем сюжете. Жительница Риги Яна Воронова открыла первый в Латвии музей советских игрушек. При помощи этой экспозиции многие представители старшего поколения могут вернуться обратно в детство. По словам Вороновой, на коллекционирование ее вдохновил сын. Когда женщина покупала ему игрушки, то начала вспоминать о развлечениях своего детства. Тогда же Яне подарили первую игрушку для ее коллекции – «Планетоход». И для меня это что-то было просто невероятное, потому что я закрывала глаза, и когда я его там включала, мне казалось, что я снова в детстве, я снова ребенок, мне 3, мне 5. Это стал такой проводник в детство, это было что-то невероятное. Воронова продолжила искать и собирать старые игрушки и вскоре создала у себя дома небольшой уголок, посвященный хобби. Гости и знакомые женщины были очень впечатлены ее находками, а их реакция вдохновила коллекционера на создание музея. Так, например, женщине удалось найти куклу, которую показывали в фильме «Гусарская баллада». Ее тело сделано из других материалов, но голова принадлежит оригинальной статуэтке. Это именно кукла, которая снималась в фильме «Гусарская баллада», но отличается немножко материал. Она была из прессованных опилок, вот завод «Киев Победа» выпускал. Это уже немножко другая фабрика, но в принципе молд – это лицо, это именно та кукла. Женщина рассказала, что помимо игрушек в экспозиции музея также представлены различные мыльные принадлежности, бижутерия, одежда, елочные игрушки и многое другое. Таким образом, коллекция нашего детства насчитывает тысячи экземпляров, некоторые из которых представляют особую ценность. Детство – это не только игрушки, да, это и зубная паста, зубной порошок. Такое очень интересное. Очень многие, когда вот был филиал, многие рассказывали, что у вас нет там, например, вот у меня была зубная паста, мыло детское, оно ведь еще и с запахом,
да, оно еще и передает то время, запах того времени. Таким образом, среди бесчисленных полок и витрин игрушки обретают вторую жизнь, радуя посетителей и даря шанс всем желающим вновь ощутить себя маленьким ребенком. В Нерюнгри приехал путешественник, основатель проекта «Россия. Наш общий дом» Вячеслав Черемискин. Цель проекта – создать монумент, платформа которого будет состоять из частиц нашей необъятной страны. Подробности у моих коллег далее. От Севастополя до Чукотки автопробегом отправился путешественник 10 лет назад. В Якутии Вячеслав уже 3-й раз, а вот до Нерюнгри добрался впервые. Сейчас цель Вячеслава Чемерискина – собрать землю со всех регионов России, чтобы впоследствии создать монументальный комплекс, который станет символом всей России. Потом мы берем еще по килограмму или по 2 или по 3, неважно, соединяем со всей России, со всех 85 субъектов, перемешиваем и сажаем дерево. Какое бы ни было дерево, в климатических условиях какое оно будет расти, там где-то это клен, может, где-то это берез, где-то это дуб, где-то это сосна, неважно. Но оно будет брать силы, да, из всей нашей Родины. Здесь же предполагается поставить флаги всех субъектов Российской Федерации и монумент, символизирующий страну. Что нас скрепляет? Нас скрепляет Россия. Ну, гимн скрепляет, да, там, Конституция, там, ну, первая страна. И вот получается, что и какая страна, да, вот представьте себе, что вот на этом монументе встанет человек, там День России отметить, День единства отметить, да, он что там увидит? Он увидит страну, он увидит там, откуда бы он ни был родом, почувствует кусочек своей земли. Первый монумент планируется поставить в патриотической столице России в городе Севастополе, а позже в столицах всех регионов. Вячеслав уже объехал 82 региона. Остались Камчатка, Калининград и Чукотка. Путешествуя на личном автотранспорте без финансовых средств, он помогает людям, встретившимся на пути, они помогают ему. Пушка дизельная, одеяло. Вот трассы, это у меня несколько трассов, потому что бывает, люди вылетают с трассы, вот грузовик можно этим трассом дергать. Мне житель Мирного подарил. У меня сгорел зарядник, да, вот, и там на телевидении, чем помочь, если я говорю, зарядник бы кто-нибудь подарил, старенький какой-нибудь. И мне принесли точно такой же зарядник, который у меня был до этого, который сгорел. Вот, спасибо ему. Это мирный город, на всю жизнь помню его. Сам Вячеслав, говоря о материальной стороне проекта, называет ее неограниченным финансированием. На сегодняшний момент это частная инициатива. Дальше необходимо собрать 100 тысяч подписей, чтобы, как считает Вячеслав, превратить ее в общественную и далее в государственную программу. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. И в завершении о спорте. 12 якутян выступят на 33-м международном турнире серии Гран-при по вольной борьбе «Иван Ерыгин» в Красноярске. На ковер выйдут Алексей Копылов, Петр Копылов, Уйгулан Иванов, Дилустан Федоров, Федор Постников. Также на соревнованиях выступят Петр Константинов, Семен Владимиров, Виктор Рассадин, Тимур Николаев и Нюргун Сергин. Кроме того, в Ерыгинском турнире примут участие якутские легионеры, представляющие Белоруссию. Это Раян Тютрин и Нюргун Скрябин. Команда борцов и тренеров вылетит в Красноярск уже завтра, 25 января. Отметим, на этом важнейшем старте сезона будут разыграны путевки на чемпионат Европы. К этому часу пока все. До встречи в эфире.